В эфире абхазского телевидения субботний выпуск новостей «Сапшала» в студии Гугут Савардания. Я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. Здравствуйте! Сегодня в выпуске форум «Абхазия. 15 лет признания Российской Федерации». О первых днях войны, мире и сотрудничестве в интервью известного российского журналиста, телеведущего, продюсера Сергея Шатунова. Юбшатский каньон. Остановка запрещена. О причинах запрета в нашем специальном репортаже. Боевой путь ученого. История ветерана Тимура Эник. Музыкальные каникулы. В Абхазской государственной филармонии состоялся концерт выпускников музучилища, студентов российских вузов. В эти дни в республике проходит форум «Абхазия. 15 лет признания Российской Федерации». Главной его темой – становление Абхазии как независимого государства, двусторонние отношения, прогнозы на будущее. Организаторы форума – Международный институт развития коммуникаций «Мир. Мост. Абхазия» и Абхазский государственный университет. Встречи прошли в Большом зале Кабмина в стенах Абхазского госуниверситета. В рамках второго дня форума российский журналист Сергей Шатунов провел мастер-класс для абхазских коллег. Встреча прошла в формате общения и дружеской обстановки. Ведь Сергей Шатунов – давний друг нашей страны. О том, что связывает российского журналиста с Абхазией, он рассказал нам в интервью. Первые военные кадры, вот эти известные кадры, они принадлежат именно вам. Вообще, вот в этот день, как вы вспоминаете? Ну, во-первых, я не один был, а была съемочная группа. Нельзя не сказать, что на самом деле кадры снимал оператор. Я был корреспондентом Первого канала. Вот, с нами был еще техник. То есть мы втроем приехали еще 10 числа. И мы снимали на самом деле вообще в принципе обстановку, передачу Гослитфонда от Грузии в Абхазию, потому что была как раз процедура признания независимости, и здесь вот собственность такую делили 10 числа. И так получилось, что по сути своей вот эта съемочная группа Первого канала, которая приехала, она была единственная в республике, вообще из телевизионщиков больше просто никого не было. Были ребята, которые вот работали в Абхазии, ну, это абхазское телевидение, вот, и все. И поэтому мы 13 числа, ну, как бы, была абсолютно мирная жизнь, вот как сейчас. Там дворники мели по утрам листву опавшую, там туристы ходили на пляж, ну, и мы тоже, кстати, ходили на пляж. Вот, ну, то есть обычная мирная жизнь. И вот когда мы собрались в здание Верховного Совета, значит, чтобы снимать начало сессии, там должны были заседать ребята. И вдруг оказалось, что началась вот эта вот такая агрессия со стороны Грузии, и начались боевые действия. Ну что, мы схватили камеру и стали бегать по городу, ездить по городу и снимать все, что было можно. Как реагируют люди на это, да, как происходит, что происходит с властью. Поехали снимать попытки увидеть, ну, что происходит, где, потому что уже были выстрелы, там, ну, то есть где-то шли бои. Ну, вообще не страшно, вообще не страшно. Головы не было. Все были молодые и как-то, ну, как-то не было ощущения вот такого безумного страха. Было желание, ну, мы же еще журналисты, да, у нас было такое, как бы, очень большое желание все увидеть и все показать. И тогда ведь не было интернета никакого, никаких вот таких средств связи мобильных, когда можно картинку быстро, оперативно куда-то передать. Нужно было ехать, были такие большие батакамы, да, и нужно было снимать на кассеты и обязательно ехать на вышку, на телевышку, оттуда передавать в Москву сигнал. Ну, то есть только оттуда сигнал был, и нужно было вставить кассету в аппаратуру, и только после этого картинка появится в Москве. Ну вот, телефонная связь, соответственно, тоже была такая, не ахти. Ну, много было чего. Мы где-то перед заходом, вот непосредственно уже, когда Сухум был занят, да, мы где-то числа 17 вот
уходили на паромах отсюда, эвакуировали там беженцев, персонал, отдыхающих, ну и нас в том числе там нам пришел приказ, что нас меняли. Ну и уже поехали другие бригады, которые должны были дальше работать. Ну и потом я еще снимал, несколько раз приезжал в Абхазию. Но моя такая большая любовь с Абхазией, она закончилась тем, что я вот где-то на войне подхватил желтуху, тут чуть не умер, и меня увозили бортом военным. Это было уже зимой. Вот. Болели. Я заболел, да. Ну, война, грязная еда, питье, ну, тут ничего же нет. Вот, а мы ездили, как раз снимали, войну. Вот, и я как-то дня 3 пролежал, потом пришел врач, сказал: ой, желтуха. Бац, давайте-ка быстренько его вывозить. Ну, и меня увезли в Москву. Вот, ну, и после этого я уже в Абхазию не возвращался. Правда победила. Это не была информационная война. Это мы сейчас, у нас такой расхожий термин. У них своя правда, у нас своя правда. Но правда, она всегда одна. И тут дело, конечно, от журналиста много зависит. И журналист — это такая важная функция, да, доносить ту информацию, правдивую информацию до своего зрителя относительно того, что происходит. Это был акт агрессии. Вот как вы ни крутите. Вы понимаете, в чем еще история? Что это же бьет по простым людям. Вот мы, на самом деле, вот эти дни, когда самые первые дни снимали людей, мы снимали истории и разговаривали с самыми простыми людьми, которые вдруг неожиданно оказались вовлечены вот в эти боевые действия. Понимаете? То есть они просто не ожидали, не хотели и даже не понимали, как себя в этой ситуации вести. И никто не понимал, понимаете? Обычные люди, которые жили своей обычной жизнью. 15 лет признания России и Абхазии, вот такая круглая дата. Вот как вы анализируете спустя годы сотрудничество между двумя государствами? Я считаю, что это большой шаг, и это очень важный шаг. И со стороны России, и со стороны Абхазии мы, безусловно, партнеры, да, равные. Пусть большая страна и небольшая страна, но мы все равно партнеры с Абхазией. И такой зонтик, да, которым Россия накрыла своим авторитетом и весом и сказала, что Абхазия — это независимая страна. Это решено, и это так, и никак по-другому это быть не может. Это, конечно, важный шаг, но мне кажется, что бы ни было сделано, мы все с вами чувствуем, что сделано не все. Что еще огромное количество возможностей еще даже мы не попробовали вместе с вами, да, потому что, Абхазия благодатная страна, то есть такой рай на земле, понимаете, но это всегда считалось, Абхазия — это такой курорт, здравница, прекрасные люди. И я думаю, что ведь это никуда не ушло, это все так и осталось. Нужно только с умом грамотно этим заниматься, да, потому что, мне кажется, если не здесь, то у кого есть такие возможности, чтобы сделать жизнь и свою, и всех, кто к вам приезжает, лучше. Сейчас проходит форум ко дню признания суверенитета Абхазии России. Как он проходит, какие вопросы, может быть, вы обсудили? И сразу следующий вопрос задам. Сегодня для журналистов будет проходить мастер-класс, вы его будете проводить. Вот как это будет проходить, как вы будете общаться с ребятами? Нет, форум — это отличная идея, и на самом деле, мне кажется, это очень полезная. И вчера как раз вот эти дискуссии, они прежде всего звучали слова о том, что нужно услышать друг друга, то есть понять друг друга, что у кого болит, наболело, и что не только что ждет Россия от Абхазии, но что ждет Абхазия от России, что мы хотим друг от друга. И не просто высказать претензии или пожелания, да, а найти пути,
которые вот эти вот пожелания могут реализовать. Вот это самое важное. И мне кажется, история про мастер-класс, ну, это так звучит прямо так мощно, мастер-класс там. Я не знаю, но мне кажется, прежде всего, я бы хотел услышать и понять, а что нужно здесь журналистам. Потому что, ну, я много где работал, то есть я был в профессии, в журналистской профессии я был и простым корреспондентом, и специальным корреспондентом, и работал в пуле президентском, а потом был выпускающим редактором, шеф-редактором, руководителем программы. То есть вот эти вот все ступени я как бы прошел, и я понимаю, как делается телевизор, да, ну, телевидение. Вот. Ну, мне кажется, если я начну там все это рассказывать, может, это просто, ну, вряд ли это будет кому-то сильно интересно, кроме меня. А вот если мне будут задавать вопросы и спрашивать, что конкретно интересно вам, и что бы интересно было журналистам, ну, какие-то вещи, да, то я думаю, что вполне мы можем здесь, ну, как бы в диалоге каком-то, ну, быть друг другу полезны. Совет судей Республики Абхазия сделал заявление в связи с критикой генеральным прокурором их деятельности, прозвучавшей 7 августа на заседании коллегии Генпрокуратуры. Публичные высказывания подобного характера должностным лицом столь высокого ранга, безусловно, наносят ущерб авторитету судебной власти и в целом всем органам государственной власти и управления, включая органы прокуратуры, подрывают доверие гражданам к власти, отмечается в заявлении. Министерство туризма запретило остановку автомашин и высадку туристов на Юбшарском каньоне. О причинах такого решения и о контроле за его реализацией смотрите в репортаже Хасиды Малия. Невероятное энергетическое место, масштабное, завораживает, и это лишь малая часть эмоциональных отзывов туристов, побывавших в самом сердце Юбшарского каньона. Памятное фото в каменном мешке – традиция, идущая сквозь десятилетия. Но, наверное, ни одно фото не передаст то величие, с которым скалы предстают перед взором. Каньон уникален не только своими масштабами, чья протяженность 8 километров, а высота около 400 метров. И уникальность еще и в расстоянии между верхушками скал, которая составляет всего несколько десятков метров. Однако величественная красота несет опасность людям, которые останавливаются или проезжают эти места. Скалы будто проснулись. Камнепад в этом году происходит чаще и, к большому сожалению, не обошлось без жертв. 4 июня от полученных травм скончался турист, а его спутница попала в больницу. Администрация Рицинского реликтового национального парка выплатила компенсацию порядка 2 миллионов рублей. Очередное ЧП произошло 11 августа, когда камнепад обрушился на маршрутное такси. По счастливой случайности никто не пострадал. Чтобы не допустить несчастные случаи и впредь, в Министерстве туризма республики приняли решение запретить остановку на участке дороги в Юбшарском каньоне. Стоит отметить, что решению Минтуризма предшествовали и заявления Комитета профсоюза экскурсоводов в Абхазии. Обеспокоенные ситуацией, они обращались с тем, чтобы специалисты провели мониторинг поверхности скал и дали оценку безопасности. Вместе с тем специалисты уже осмотрели поверхность скал, сообщил директор Рицинского реликтового национального парка Адам Арбагателия. На всех наших скалах, и там в частности на каменном мешке так называемом, на скалах рос самшит, и он начал активно, скажем так, высыхать. И вся корневая система высохла, и на скалах образовались пустоты. Да, и туда, конечно, заходит в дождь заходит, в снег заходит, в солнце солнцепек. Я убежден, после этой жары, когда дожди начнутся, еще больше участятся эти камнепады. Запретить останавливаться – одна сторона медали, другая – привести это решение в действие. Судя по ситуации, эта задача куда сложнее. Ведь предприниматели, которые трудятся здесь каждый сезон, на протяжении многих лет возмущены и не верят в то, что запрет остановки в Юбшарском каньоне продиктован лишь мотивом безопасности.
أينو قحتر زي حاجة راح تقوم أما شنو كان رجل زمان أما شنو كنا نمكلا حرا راح قلب باشو صراحة طلب شيكا хоть косому схозла сбой абретып зэджэгоби хамар хонс злану қахго сезона наю соседи гиты гера хақу хазиги проблема хаму хазиг валку хаку нас ишпaqахты. Предприниматели на несколько часов перекрыли дорогу и требовали отмены решения. Ну, люди приняли такое решение решить вопрос с перекрытием дороги. Это наши граждане, предприниматели, не безразлично их. Конечно, они доходы какие-то теряют. И мы теряем. Они же налоги платили нам сюда. И мы теряем доходы. Но если на чашу весов положим заработок и жизнь людей, мы видим, что, естественно, жизнь людей не оценивается деньгами. А то, что говорят, что там можно обтянуть сеткой, там, это, я считаю, абсолютный миф. Никакая сетка там не выдержит, никто туда не полезет. Если это можно было сделать в советское время, я думаю, что, может, сделали бы. На официальном сайте Минтуризма сообщается, что решение не будет отменено, а для предпринимателей будут выделены территории в более безопасном участке. Туристический поток в сторону Рицы кажется бесконечным, как и количество машин, останавливающихся на этом участке дороги. Если о ситуации и новых мерах местные гиды знают и проезжают путь без остановки, то самостоятельно путешествующие и вовсе не информированы. Понятно, что опасность может быть, как говорится. Информация нужна, как говорится, мы же не знали. Как кто первый раз, они же не знают. Да. Конечно, безопасность на первом месте. Не знали. Знаки стоят. Ну, знаки стоят, да, но... А так вам не страшно, да, вот находиться так вообще? Ну, в принципе, страшно. Бояться, но делать – такова сущность человека. Побывать в каменном мешке значит получить заряд адреналина и навсегда остаться очарованным величием Юбшарского каньона. Но сейчас, поставив человеческую жизнь превыше желаний, ГАИ МВД будет контролировать, чтобы в Юбшарском каньоне машины не останавливались. Асида Малия, Адам Ирджения, Абхазское телевидение. Когда началась война, у студента Московского физико-инженерного института Тимура Эник не было никаких боевых навыков или знаний. Но дома он не остался, ушел защищать родину. Учебу в вузе не бросил. Сегодня Тимур Эник – кандидат физико-математических наук. О боевом пути ученого наш следующий репортаж. Весть о том, что началась война, Тимур Эник с отцом и братом услышали, находясь в горах на Ауатхаре, где каждое лето отдыхали семьей. О том, что в Сухум вошли танки, рассказали пастухи. Поверить в то, что происходит, было сложно, ведь все началось неожиданно. Тогда студент 4-го курса Московского инженерно-физического института думал лишь об одном – как найти своих товарищей и уйти на фронт, защищать родину. Я начал искать своих друзей, товарищей, с которыми мы здесь в свое время я занимался карате да, с Вовой Анцуповым. И со мной были ребята мои Руслан Инапшба, Гурам Инапшба. Вот, и мы вместе занимались этими единоборствами. И, конечно, когда я вернулся, я сразу начал искать Вову Анцупова, там, Руслана, Гурама. В общем, была неразбериха, и мы так и никого я так на тот момент не увидел. Вот, и мы взяли кое-какие вещи, которые смогли в тот момент взять, и вернулись в Гудауту, и я начал искать контакты, с кем можно будет воссоединиться. У молодого человека не было никакого опыта в обращении с оружием. Отслужить на тот момент не успел, но это не стало для него поводом оставаться дома. Чтобы обучиться хотя бы азам военного дела, Тимур Эник пошел в Гудаутский минометный батальон, который тогда только формировался. Оттуда он попал в морфлот, а следом в один из добровольческих отрядов. И я в этот момент случайно встретил своего давнего знакомого из Сирии, Мухаммеда Раджаба. Я с ним был знаком по Москве. Вот, и я сказал: слушай, у вас такой боевой отряд, как бы, да, и у меня есть чему поучиться, давайте я как бы к вам. Они говорят: а у нас там послезавтра, что ли, десант, или там через неделю десант, я сейчас уже детали не помню по прошедшей времени.
И мы базируемся в Доме творчества в Пицунде. Родители настаивали, чтобы сын не бросал институт, тем более, что военных навыков у него совсем не было, считая, что он больше склонен к науке и может помочь в этой сфере. Тимуру приходилось параллельно уезжать на учебу на несколько дней, а потом втайне возвращаться на родину, чтобы родные и близкие не знали. Чтобы люди не знали, что я здесь нахожусь, я пошел к сирийцам во взвод. Они думали, какой-то русский парень приехал, я светлый, поэтому я был для них как бы русский парень с сирийскими ребятами. Поэтому между подготовками к операциям я уезжал в Москву, чтобы свой диплом доканчивать, писать свой диплом. Хотел как бы успеть и там, и тут. А какую тему защищали? У меня сложно называется. У меня анизотропия рассеяния нейтронов на тяжелых ядрах свинца. В общем, это нейтронная физика. Тимур Эник вспоминает несостоявшуюся высадку десанта в Очамчире. Их отряд должен был прийти на подкрепление к бойцам на суше и вместе освободить город. Но этого не произошло. Разыгрался сильный шторм. Высадиться означало погибнуть всем. Все очень хотели, все единогласно, рядовой состав, все единогласно хотели высадиться, потому что все знали, что там нас ждут. И с трудом был занят плацдарм тот. Но командиры решили, что на тот момент, что высадка будет самоубийственна. То есть мы на подходе, на малой скорости, то ли наш корабль затонет, пел полностью груженный, то ли мы все потонем. И было решение принято всех нас эвакуировать обратно в Пицунду. Одно из самых сложных воспоминаний для ветерана – это бои в Цугуровке и Шромская операция. Кстати, в той операции весь сирийский взвод практически весь пострадал. Я был вместе с ними, когда мы к речке спустились, нас хорошо накрыли. И из Мухаммеда Раджаб, который мы вместе с ним были в паре, ему попали осколки в ноги. Нидал, фамилию сейчас не помню, получил пулевое ранение в плечо, и Дани получил 2 пулевых ранения в ноги, бедра. Это все на моих глазах происходило, Там БТР прикрывал, чтобы их эвакуировать, БТР тоже накрыли, там такая мясорубка, мы попали в котел на самом деле. Я хочу сказать, что сирийские ребята, конечно, у них такой романтизм в душе, такие светлые помыслы были, когда они воевали. Конечно, когда теряешь близких, это самое тяжелое, и когда человек на твоих руках начинает хрипеть, умирать, а ты ничего не можешь сделать. Это самое, наверное, тяжелое во всех войнах, наверное, это когда ты видишь смерть близких рядом. Здесь я тоже еще раз вернулся к могилам. Здесь 6 еников моих братьев. Тимур Эник вспоминает, как тогда абхазский ученый Расим Камлия пытался использовать свои разработки для укрепления обороноспособности. Он предлагал произвести подводные морские беспилотники, но не хватало ресурсов. Смотрю эти украинские новости, и вспоминаю Расима, который 30 лет назад из лыжи катамарана, из лыжи, ставил туда мотор, радиоуправление, пульт, взрывчатку. И все это пытался беспилотник водного базирования сделать. И он его сделал, насколько я помню. Им пытались пользоваться, но, к сожалению, применения он не нашел такого на тот момент. Видимо, скорость не хватило, еще что-то. Но факт то, что мысль у него была тогда в ту сторону. И он мне просто пытался тоже к этим делам притянуть, чтобы я все-таки... Он считал, что я более склонен к физике, чем к военным действиям. Может быть, в этом смысле он где-то и прав был, да. Но я пытался тоже, я участвовал, что-то там распаивал, ездил, когда в Москву приносил радиодетали. Но сам факт, что это видение дальнейшей перспективы, да, у него не хватало ресурсов сделать то, что надо, но направление, морские беспилотники вообще на тот момент, 30 лет назад, это не торпеда и не ракета, это... Действительно, к науке у Тимура Эник был большой потенциал. Он успешно окончил Московский инженерно-физический институт. Сегодня он кандидат физико-математических наук, а в планах сотрудничество со специалистами из СФТИ. Гугут Савардания, Давид Авицба, Абхазское телевидение.
Концерт выпускников Сухумского государственного музыкального училища имени Чичба «Музыкальные каникулы» прошел в филармонии имени Раждена Гумба. В концерте приняла участие государственная хоровая капелла Абхазии. Юные музыканты порадовали жителей и гостей столицы произведениями Шуберта, Рахманинова, Сибелиуса и многих других. Репортаж Рады Чачава. Со сцены Абхазской госфилармонии летним теплым вечером звучали лучшие произведения Шуберта, Рахманинова, Сибелиуса, Скрябина, Генделя и, конечно, Раждена Гумба, в честь которого и названа Государственная филармония. Музыкальные каникулы во многом проект уникальный и очень трогательный. Реализованный при поддержке директора музучилища, народной артистки Абхазии Нинель Бжаня, проект, собирающий на одной сцене выпускников училища, не первый год проходит с большим успехом. Я думаю, что это очень интересно и публике, и нам, как педагогам, посмотреть, какой у них творческий рост, чего они достигли, к чему они стремятся. Я думаю, это очень интересный проект, и он еще и стимулирует наших детей приезжать, не просто отдыхать, но и показывать свое мастерство. Проект «Музыкальные каникулы» помогает выпускникам музыкального училища не только получить опыт непосредственного выступления на большой сцене, но и продемонстрировать растущий профессионализм. Идея проекта возникла, как я сказала, в 2011 году, потому что уже собралась такая вот плеяда выпускников, у которых были очень значительные достижения, и мы решили чтобы это не осталось где-то в вузе. Все же это сложные экзамены, у кого-то переводные, у кого-то госэкзамены. Мы все-таки хотели, чтобы они могли показать свое мастерство. Яркие, запоминающиеся произведения именитых композиторов, пианистов с блеском на сцене исполнили Государственная хоровая капелла под управлением Бараса Куджба, скрипачки Мария Эмилия Терзян-Хагба и Нелли Сибелева, пианисты Адам Габелия, Валерий Барганджия, Кая Хупоря, Илана Адлиба, а также вокалистка Ярна Сым-Сым. Каждый участник концерта самостоятельно выбирал произведения, которые близки по духу и интересны. Валерий Барганджия, например, остановил свой выбор на музыкальном моменте номер 5 Сергея Рахманинова. Дирижер Барас Куджба с Государственной хоровой капеллой Абхазии с блеском исполнил «Аллилуйя» Георга Генделя и произведение Раждена Гумба на слова Дмитрия Гулия. А скрипачка Мария Эмилия Терзян-Хагба порадовала зрителей «Обливионом» Астора Пьяццолы. В преддверии начала концерта юные талантливые музыканты поделились своими ощущениями и мыслями. Очень хорошее произведение Генделя «Аллилуйя», будет произведение абхазского композитора, в честь которого названа Абхазская филармония, Раждена Гумба, Сахара Сапсадил на слова Дмитрия Гулия. И также мы будем завершать нашу такую маленькую программу серенадой Шуберта для хора, фортепиано и скрипки. Да. Я считаю, что важное мероприятие для Абхазии, потому что это, на мой взгляд, очень важные люди. Да? Это наше будущее. И слава Богу, что у нас есть такие музыканты, да, подрастающее поколение, которые будут музицировать еще очень долго. Все люди мне родные, и мы знаем очень много лет друг друга. И эти люди, по сути, то, что вот они вложили, мы сейчас будем представлять на сцене. И это, с одной стороны, ответственно, и с другой стороны, прекрасно. Я решил как-то в этом году особенно больше углубить внимание на произведение Рахманинова, потому что у него юбилейная дата. Вот. Мне как-то самому нравится исполнять его сочинения. Вот. Мне и по душе это. Вот. Атмосфера здесь, конечно, очень хорошая, добрая. Вот. Хорошие люди, которых я год не видел. Мне приятно им показать тоже свои достижения за прошедший учебный год.
Волнений нет, потому что в основном здесь все свои. Когда наоборот хочется больше показать себя. Волнений нет, так как еще потому что я привык к сцене, потому что я выступаю в основном как органист в Пицунском храме. Я сегодня буду исполнять Шуберта «Серенаду» вместе с Государственной абхазской капеллой Республики Абхазия под руководством Бараса Кужба, студента Московской консерватории. Также я буду играть «Oblivion» Астора Пьяццолы и «Secret Garden» Рольфа Ловланда. Моим концертмейстером будет также студентка второго курса Московской консерватории Лана Адлиба. Больше всего мне нравится «Oblivion» из моей программы. Я не особо люблю кантиленные произведения, протяжные, но это большое исключение, наверное, потому что подобное произведение затрагивает струнки моей души. Я принимаю участие в музыкальных каникулах уже второй год подряд. И я очень ценю эту предоставленную возможность участвовать в данном проекте, так как это сближает, объединяет нас, представителей абхазской культуры. Меня это очень радует, так как наша задача – это продвигать, культивировать культурную среду в Абхазии. Все выпускники музыкального училища уже обучаются в высших учреждениях и продолжают профессиональное развитие. Со сцены Государственной филармонии они не только продемонстрировали свои навыки, умения и таланты, но и подарили зрителям чудесные мгновения полного погружения в магию музыки. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей и побольше положительных эмоций. Всего доброго!